Информационная служба «Осетия ТВ». Главные темы выпуска. В рамках выполнения майских указов Владимира Путина в Северной Осетии продолжают работу по сокращению очередей в детские сады. Сегодня новое дошкольное учреждение торжественно открыли в селе Талзгун. А в школах Коста и Майрамадага после капремонта сдали спортзалы. В Северной Осетии начали формировать программу по снижению напряженности на рынке труда. Сегодня представители комитета занятости встретились с работодателями. По словам специалистов, безработица в республике пока стабильна и составляет чуть более 2,5%. Чиновники продолжают следить за ситуацией. Волонтеры студенческого отряда спасателей проходят горную подготовку в ЦЕИ. Обязательный элемент обучения – школа выживания. В программе также знакомство с лыжным снаряжением, скоростные спуски, трюки и прыжки с трамплина. Эти и другие темы далее подробно. В селе Талзгун сегодня открыли новый детский сад. На базе сельской школы он появился в рамках проекта «Детские сады детям». Две группы, младшую и старшую, будут посещать 40 малышей от 2 до 6 лет. Это настоящее событие не только для молодых родителей и их детей, но и для всех жителей села. Ключ от нового детского сада директору школы вручил министр образования и науки Алан Огоев. Но помимо всего прочего, народ порадовало и другое событие. В школе после капитального ремонта открыли и спортивный зал. Мы это радостное событие ждали не годами, а десятилетиями. На сегодня это радостное событие наконец-то свершилось. Мы надеемся, что наши ребятишки к нам с удовольствием будут приходить в садик, а родители в лице педагогов найдут своих единомышленников. Особенным стал день для жителей селений Коста и Майрамадаг. Здесь после капремонта в школах открылись спортзалы. Они оснащены всем необходимым – спортивным инвентарем и оборудованием. В школах учатся более 300 детей. Теперь они смогут посещать секции вольной борьбы, баскетбола, волейбола, мини-футбола и даже настольного тенниса. В будущем планируется проведение занятий и для учителей. Я хожу на борьбу 7 лет, и мне нравится. Я хочу, чтобы мы побыстрее стали здесь тренироваться. Спортзалы по дорожной карте ремонтировались в течение полугода. До реконструкции заниматься в них было невозможно. Из-за аварийного состояния здание на некоторое время пришлось закрыть. Сейчас же республиканские власти делают все, чтобы дети могли заниматься физкультурой и спортом в хороших условиях. Спортивный зал в Майрамадагской школе единственный на селе. Впервые за 30 лет он отремонтирован в местной школе. В сельской местности спортивные площадки на особом месте. Ведь именно из таких маленьких залов выходят большие чемпионы. Это понимают и представители республиканских властей. Именно поэтому работа в районах в приоритете. Первое внимание, которое мы уделяли капитальному ремонту спортивных залов и приобретению оборудования, это было в рамках модернизации системы общего образования в 2011-2013 годах. 2014 год стал продолжением именно с точки зрения концентрации внимания к сельской школе, проблемам сельской школы. И я хочу отметить, что благодаря этой программе, благодаря этому проекту «Единой России», мы смогли в этом году оснастить, в 2014 году оснастить 12 спортивных залов современным оборудованием. 10 спортивных залов в нашей республике в сельской местности были, соответственно, капитально отремонтированы. По программе развития спортивных площадок в сельской местности 12 объектов в республике уже сдали. Реализацию проекта продолжат и в этом году. Кроме того, в нынешнем году будет создано дополнительно около 3000 мест для дошколят. Рая Дзантьева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. В условиях кризиса сохранение работы для людей становится делом жизненно важным. Правительство России разработало план мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Госказна готова выделить регионам субсидии. Сейчас оговаривается сумма в 50 миллиардов рублей. Субъекты же обязаны предоставить специальные программы. Документ должен в будущем пройти экспертную проверку на всероссийском уровне. Сегодня представители Республиканского комитета занятости встретились с работодателями. По словам руководителя ведомства Ларисы Кабуловой, массовые сокращения в Северной Осетии пока не стали нормой. Зарегистрировано порядка 400 человек, ушедших в отпуск без содержания. Но цифра не окончательная. Вполне возможно, она достигнет 1000. Чиновники отмечают, при формировании документа нужно учитывать и специфику региона. В разном регионе разная ситуация. Документ один и тот же по всей Российской Федерации.
Эта программа, она должна быть одинаково работать, понимаете? Не делают, чтобы подразделение, что в Осетии вот так, а в Красноярском крае вот так. Федеральное правительство предлагает содействие по 4 направлениям. Они могут выделить деньги на обеспечение временной работы тех, кого отправили в отпуск без содержания. Правда, сумма предлагаемой зарплаты равна прожиточному минимуму – 7800 рублей. Согласятся ли квалифицированные сотрудники работать за такие деньги, никто не может сказать точно. Но это пока единственное предложение. Терять своих специалистов никто не хочет, но в условиях сокращения объемов производства такие непопулярные меры неизбежны. Что греха таить, это в настоящее время это не зарплата и не деньги. При таком резком скачке цен, и неимоверно растут цены, вы знаете, все буквально цены. Поэтому, но вместо того, чтобы вообще без средств существования люди были, все-таки какая-то помощь есть неплохая. Конечно, небольшая сумма, но во всяком случае каким-то образом, будем думать, чтобы сохранить коллектив, используя вот эту вот доплату. Я думаю, это все-таки есть помощь в этом. Комитет по занятости в рамках программы также может оплатить стажировку или переподготовку сотрудников. Помогать будут и молодым предпринимателям, работающим в социальной сфере. Им обещают выдавать гранты. И, наконец, содействие в трудоустройстве инвалидов. Сохранение их мест, а также создание новых тоже берет на себя государство. В течение месяца Северная Осетия должна разработать свою программу. Если ее одобрят федеральные власти, республика получит необходимые деньги. 95% из общей суммы на стимулирование занятости населения выделит федеральная казна. Еще 5% должна найти республика. Яна Гайгиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. В своем обращении к Федеральному собранию в конце прошлого года Владимир Путин объявил 2015 годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Лучшие специалисты республики собрались, чтобы обсудить профильную работу в Северной Осетии. Заложенный бюджет в нынешнем году планируется потратить на то, чтобы улучшить лекарственное обеспечение. Министерство здравоохранения с целью совершенствования медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями приобрело системы для дистанционной передачи ЭКГ. Это позволит нам уже в этом году улучшить догоспитальную диагностику острого коронарного синдрома. То есть диагностируется у больного, передается эта кардиограмма в Северо-Кавказский многопрофильный центр, и специалисты в короткое время, буквально минуты, наверное, для этого будут уходить, они будут определять показания к оказанию пациенту уже эффективной этой высокотехнологичной помощи. С 2003 по 2013 годы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Северной Осетии снизилась на 19%. По словам Ларисы Ревазовой, у каждого 13-го россиянина нездоровое сердце. Сокращению смертности способствуют и законы, к примеру, антитабачный. Даже в Москве и Московской области, по данным Минздрава Московской области, только при принятии антитабачного закона позволило сократить курение, в том числе у школьников, чуть ли не на 10% и на 5 или на 7% сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты призывают жителей республики вести здоровый образ жизни и обязательно проходить профилактические осмотры. Ведь легче вовремя предотвратить болезнь, чем ее лечить. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Что за этика? Высота 2000 метров над уровнем моря. Здесь снег лежит по полгода. На горнолыжных трассах Цейского ущелья в дни зимних каникул тренируются юные спасатели. На склонах можно встретить как опытных спортсменов, так и новичков. Учения проходят под бдительным присмотром старших спасателей МЧС. Сейчас я развернусь и покажу, как поставить ноги и поехать вдоль склона. Вот смотрите. Вот я их поставил треугольником, да? Чуть-чуть носки вниз и поехал вдоль склона. Хочу остановиться, свел колени. Волонтеров Всероссийского студенческого корпуса спасателей готовят как настоящих спортсменов. Тренировка начинается с разминки. В программе знакомство с лыжным снаряжением, скоростные спуски, трюки и прыжки с трамплина. Большинство ребят встали на лыжи впервые, и благодаря отличным педагогам их первые шаги оказались удачными. Мы будущие спасатели, и горная подготовка для этого необходима. Поэтому мы приехали сегодня сюда.
чтобы научиться кататься, стоять на лыжах. Все получалось, но некоторые моменты были не совсем хорошими, и мы падали. На первый взгляд может показаться, но что тут может быть страшного, просто скатиться с горы. Но чтобы удовольствие не превратилось в неприятность, нужно предпринять некоторые меры предосторожности. Под присмотром специалистов студенты на канатке взбираются на гору. Здесь и начинается самое интересное. Вот так, вот так, вот так. Школа выживания – обязательный элемент подготовки. К занятиям студенты относятся серьезно, ведь от этого зависит не только их дальнейшая служба, но и жизнь. По словам специалистов, такая работа тренирует концентрацию и умение сохранять спокойствие в экстремальных ситуациях. Ведь спасателям нередко приходится работать при нулевой видимости в условиях предельного стресса. Давай здесь уже нормально. Сейчас горные лыжи на пике популярности. АЦЕ – одно из любимых мест спортсменов, поэтому с начала зимнего сезона бригада спасателей дежурит в усиленном режиме. Здесь всегда готовы к любой критической ситуации. 90% не умеющих кататься. Ошибки, в принципе, травмы. У горнолыжников чаще всего колено. Если неблагоприятные погодные условия или снежная обстановка открывают-закрывают склон, также регулярно патрулируют. Всех пострадавших оказывают первую медицинскую помощь и свозят на специальных носилках. Акья называется. По словам членов поисково-спасательного отряда, работа в горах значительно отличается от той, что они привыкли выполнять на равнине. Благодаря таким мастер-классам сотрудники МЧС прививают молодому поколению чувство патриотизма и желание помогать в трудную минуту. Поэтому на юных ангелов-спасателей возлагают большие надежды. Аван, слава! Земфира Лолаева, Тимур Мазаев, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. Учитель не просто человек. В его руках будущее детей, а значит и всей страны. Ежегодно сотни преподавателей совершенствуют свое мастерство в стенах Республиканского института повышения квалификации работников образования. Сегодня он отметил 75-летие. В зале Русского театра собрались воспитатели, методисты, директоры и ректоры вузов, чтобы вместе отпраздновать знаменательную дату. Зрители попробовали себя в роли учеников. В режиме реального времени им задавали вопросы, на которые звучали креативные ответы. Мы хотим показать на сцене те новые, современные, активные, интерактивные методы, формы работы на сегодняшний день с нашими педагогами. Это те формы, которые ведут к повышению качества образования в нашей республике. Сотрудников института поздравили заместитель председателя правительства Рустем Келихсаев и министр образования Алан Угоев. Отличившимся работникам вручили государственные награды. К поздравлениям присоединились также гости из соседних республик и областей. Особым подарком стало поздравление дошколят. Ой-ой-ой, Липкро наш самый верный друг, Липкро спасательный наш круг. Поверьте, наши Афродиты во всех вопросах эрудиты. Значимость этих людей невозможно переоценить. Ведь учитель во все времена считался хранителем мудрости. Он несет знания, свет и добро, зажигая сердца. Тинатин Музашвили, Яна Гагиева, Заур Цеев, Осетия ТВ.